Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как мужчину сбили прямо на пешеходном переходе. Пока здесь в наглую не попрешь, вот они едут на красный едут и все. Погибла под колесами трамвая. Стук был. Потом он остановился и сразу выбежал. И женщина там лежит тоже. Водитель промчался мимо остановки и, сбив человека, протащил его под днищем. А также попали на орехи. Приговор мужчине, обманувшему на 50 миллионов рублей поставщиков сухофруктов по всей стране. Это и не только. Прямо сейчас. Volkswagen Polo помешал мужчине перейти дорогу на улице Ленинградская. Пешеход пересекал проезжую часть по всем правилам, по зебре и на зеленый сигнал светофора. Как потом призналась автоледи, она просто не видела человека и рассказала, почему. Рамиль Шайдулин ее выслушал. Пьяный мужик перебегал дорогу. Все перебежали, он в последний момент стал перебегать весь черным под дождем. Автоледи за рулем немецкой иномарки признала, что заметить пешехода было весьма нелегкой задачей. Пропустив, как показалось, всех переходящих дорогу, она тронулась в путь. Тот, кто оказался на зебре последним, очень скоро оказался на капоте автомобиля. Нормальное состояние. От госпитализации отказался. Мне, вот всего лишь. Мне повезло. То есть вы ногу только поранили, да? Да. Несерьезные травмы, говорит мужчина, лишь благодаря невысокой скорости машины и довольно слабому удару. Сам же отметил, что переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. К слову, пострадавший здесь живет, и перекресток считают не совсем безопасным. Пока здесь в наглую не попрешь, вот они едут на красный едут и все. Это он нерегулируемый вообще практически. Вроде светофор есть, а он нерегулируемый. Каждый раз приходится подстраиваться под светофор, под машины. Степень вины автоледи определится после разбора в ГИБДД. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Трамвай проехал мимо остановки и затормозил, только сбив человека. 42-летняя жительница Нижнекамска погибла под колесами общественного транспорта. Трагедия произошла в ее профессиональный праздник. Погибшая работала воспитательницей в детском саду. Почему водитель проехал остановку и не сумел остановиться, увидев пешехода, узнал Сергей Хайдаров. Трагедия произошла в 5 часов вечера. Движение трамваев сразу же остановили, чтобы не мешать расследованию. Как рассказали очевидцы, трамвайный вагон проехал мимо остановки 20-й микрорайон на улице Мурадьяна и сбил переходившую пути 42-летнюю женщину. После удара ее отбросило на несколько метров вперед. Смерть наступила мгновенно. Остановка проехал, конечно. Люди уже возмущаться стали. И такой звук, шум был. Стук был. Потом он остановился и сразу выбежал. И женщина там лежит тоже. 42-летний водитель трамвая ничего не смог объяснить. Мужчина был в шоковом состоянии. Как рассказали его коллеги, пожелавшие остаться анонимными, на его счету это уже второе происшествие. Месяц назад он якобы въехал в стоящий трамвай. После этого мужчину перевели в слесаря, и он выплачивал ущерб. Опять водителем стал буквально на днях. Перед работой прошел инструктаж, и во время второго рейса случилась трагедия. Почему он проехал остановку, уснул или отвлекся, точная причина пока неизвестна. Руководство предприятия «Горэлектротранспорт» ситуацию пока никак не комментирует. По неофициальным данным, в ходе допроса вагоновожатый сказал, что просто забыл остановиться на остановке. Сейчас ведется доследственная проверка, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Сергей Хайдаров, Светлана Шумкова, Фахри Исламов. Вызов 112. В Альметьевске автоледи сбила мальчика на пешеходном переходе. 34-летняя женщина, водитель автомобиля марки «Сузуки», двигалась по улице Шевченко со стороны проспекта Габдуллы-Тукая в направлении улицы Резы Фахриддина. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, она, по данным автоинспекции, не уступила дорогу пешеходу и совершила наезд на 16-летнего подростка. В результате ДТП мальчик получил перелом носа и закрытый перелом правой стопы. Прибывшая на место карета скорой медицинской помощи доставила мальчика в приемный покой. Ему назначено амбулаторное лечение. В Высокогорском районе Татарстана на пожаре погибла женщина и ее собака. Сообщение о горении дома, расположенного в садовом товариществе «Кактус-74», поступило на единый телефон вызова экстренных служб 112 около полуночи. По предварительной версии, пожар начался с жилого дома. Затем пламя перекинулось на соседскую баню. Пострадал и дом соседей, который был на удалении от очага возгорания. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Тело женщины огнеборцы обнаружили в процессе тушения.
Все сгорело дотла. И вот соседние дома. Сгорела женщина. По словам людей, тетя Люся и собака. Висящее на дереве тело мужчины обнаружили жители поселка Зяб у забора гаражного комплекса в Набережных Челнах. Следственный комитет начал доследственную проверку. Задача следователей – установить причины и дату смерти, а также выяснить, принадлежат ли погибшему документы, найденные при нем. Установлено, что в одежде данного повешенного трупа обнаружены документы на имя Галиева Альдара, 1984 года рождения. Напоминаю, что Галимов Айдар, 1984 года рождения, подозревается следственным отделом по городу Набережные Челны в совершении преступления, предусмотренного статьей 127, то есть незаконное лишение свободы малолетнего. С июня месяца Галимов Айдар находится в розыске. По версии следствия, 13 июня Айдар Галимов зашел к соседям за сахаром. В этот момент в квартире находилась только 11-летняя девочка. Злоумышленник надел на нее наручники, закрыл рот кляпом и отвел к себе в квартиру, привязав там к стулу. Спустя некоторое время мужчина сообщил ребенку, что это был квест, попросил никому о похищении не рассказывать и отпустил. В этот момент вернулся отец девочки, от которого Галимов скрылся в своей квартире. Здесь он пытался нанести себе увечья, однако был задержан сотрудниками полиции и доставлен в больницу, откуда сбежал после оказания медицинской помощи. После этого Айдар Галимов был объявлен в федеральный розыск, но никакой информации о нем не поступало. В настоящее время обнаруженные останки направлены на генетическую экспертизу, которая позволит установить личность погибшего. Уже после этого будет принято процессуальное решение. Вахитовский суд Казани сегодня заочно арестовал 40-летнего уроженца Колумбии Валеро Эдгара Алехандро. Он подозревается в краже чемодана с бриллиантами на сумму 133 миллиона рублей. Напомним, драгоценности пропали в ночь на 16 июля. После завершения ювелирной выставки участники разбирали свои экспозиции и упаковывали продукцию. По одной из версий, помочь сотрудникам охранного предприятия вдруг вызвались несколько мужчин. Охранники были не против. Совместными усилиями они погрузили драгоценности в машину. И впоследствии представитель ювелирной компании не досчитался одного мешка с бриллиантами. Подозреваемых, это якобы граждане Колумбии и Гватемалы, задержать не удалось. По предварительным данным, колумбиец покинул Россию еще в день преступления. И теперь он будет заключен под стражу сразу же после пересечения границы или после его экстрадиции в нашу страну. Обманул 18 предпринимателей на сумму более 50 миллионов рублей. Сегодня в Приволжском районном суде Казани огласили приговор Алексею Плеханову, обвиняемому в крупном мошенничестве. Согласно уголовному делу, он обманывал поставщиков сухофруктов. Как установили следователи, мужчина вносил предоплату за партию товара, забирал его со складов, обещая перечислить остальную сумму, и исчезал. Судебный процесс растянулся на 1,5 года, и сегодня в деле была поставлена точка. Ленар Геннатуллин из зала суда. Прикрывая лицо, Алексей Плеханов уже 69-й раз за 1,5 года появился в зале судебного заседания. Слушания, правда, несколько раз откладывались. То по причине неявки свидетелей или потерпевших, а однажды и самого обвиняемого. Он заболел. Также подозреваемый 6 раз подавал кассационную жалобу в Верховный суд Татарстана, выражал свое несогласие с избранной мерой пресечения, не хотел находиться под стражей, но суд отклонял ходатайство обвиняемого. Сегодня, в день вынесения приговора, подсудимый был не очень разговорчив. С 22 июля 2009 года по 2016 год Плехановым с использованием своего служебного положения путем обмана и злоупотребления доверием совершено 18 хищений имущества индивидуальных предпринимателей. Как доказала суду сторона обвинения, Алексей Плеханов занимался продажей арахиса и сухофруктов, перечислял поставщикам предоплату за партию товара, забирал его со склада, обязуясь перечислить остальную сумму, и исчезал. Таким образом, он обманул 18 организаций по всей России. Сумма ущерба превышает 50 миллионов рублей. Сегодня суд признал его виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорил Алексея Плеханова к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ленар Геннатуллин, Андрес Интальцев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.